Мы поступили на мехмат в 1970 году. 125 человек из всех областей Казахской ССР, из них 25 на механику, остальные 100 на математику. Больше юношей, меньше девушек, причем намного больше. 1970 год – это знаменательный год, поскольку страна отмечала столетие Ленина. Представьте, столетие вождя революции в апреле, а мы получали аттестаты в июне. Праздник за праздником. В 70-е годы выпускникам школы основательно внушали, что надо быть достойным коммунизма. Хрущев обещал его к 80-м годам, и никто не отменял обещаний Хрущева. Мы выросли с полной уверенностью, что недалеко то время, когда будем жить по принципу от каждого по способностям, каждому по потребностям. Представьте, надо было отдавать все, что можешь, и будешь получать все, что захочешь. А хотели мы поступить на мехмат. Заявление в июне на допуск к вступительным экзаменам мы писали на имя ректора Аскара Закарина. В августе приказ о зачислении на мехмат нам подписал ректор Омирбек Содоспеков. Смена ректоров – это довольно редкое событие для тех лет, а для успешно подготовленных абитуриентов – это отсутствие блата. Сейчас каждый новый министр образования пытается модифицировать технологию приема абитуриентов, хотя достаточно восстановить эффективную технологию 1970 года в Казгу. Перед вступительным экзаменом смени ректора вуза. Вот и вся технология. Удивляет, что в то время, что на механико-математическом факультете достаточно серьезно и продуманно была поставлена как воспитательная, так и учебная работа. Представьте, если бы 125 человек из разных регионов с разным менталитетом сразу поступили к обучению. Пришли на занятия 125 человек и разошлись. Ничего хорошего. Палаточный городок в горном гиганте. Горы вокруг, природа, 125 молодых жаждущих сердец. По-моему, наш курс достоин книги Гиннеса по части дружеского отношения друг к другу. Часто городские сокурсники принимали участие в мероприятиях, которые обычно организовывались общежитскими. Еще один факт. Вряд ли другие курсы могут таким фактом похвастаться. К 5-му курсу на нашем курсе 35 человек переженились и образовали 18 семей. Как мне известно, среди них нет разводов. Так что не зря нас в горном гиганте целый месяц кормили, поили. Да еще на один феномен того времени надо обратить внимание. Это наши преподаватели. Среди них почти не было докторов наук. Это были люди, плодотворно работающие на ниве науки. Многие из них впоследствии стали докторами. Вывод. Лучше целеустремленные доценты, чем просто доктора наук. Это подтверждает достижение нашего курса. Но я не имею права обсуждать и давать оценку кому-либо. Поэтому никаких имен. Хотя нет. Алиби Рахимов, наш ленинский стипендиат, городской парень, посчитал, что его стипендия нужнее ребятам из общежития. Разделил свою именную стипендию между 3 студентами своей группы. Целый год ребята получали стипендию Алиби. Чем не коммунизм? Алиби учился по своим способностям выше среднего, а потребности как у каждого. Вот это наша история. Может быть, она кому-то покажется интересной. Фотки в альбоме пожелтели, 50 лет пролетело. 50 пролетело, ни часов, ни дней и даже ни недель. Может, месяцев? Нет, 50 лет. Да, скорее всего, календарь прав. Интернет побеждает расстояние. Где же инструмент для борьбы со временем? А нужен ли такой инструмент, который борется с этим недугом? Не знаю. Иногда кажется, что нет в этом необходимости. Скорее всего, с подобным мнением согласятся многие. Правы биофизики. Время нельзя повернуть. Стрела времени не подвластна.